открываю кран. Вот уже 10 дней уже воды нет у нас. Семья Марселя Нуреева живет в верхней части села Пановка. Рядом водонапорная башня, но даже у них вода в последние 10 дней появляется только по ночам, говорит он. Тут, наверное, для питья воду, а тут для умываться. В таких условиях оказались жители более 200 домов, и большинство здесь живут круглый год. По их словам, исправно платят за воду, а это 240 рублей в месяц, также за электричество для водонапорной башни. К соседям, к друзьям ездим вниз на источники, набираем воду и привозим в емкостях и пытаемся своих детей как-то помыть, чай поставить. Больше ничего мы не моемся, не купаемся. По словам жителей, насос, который качает воду, не справляется с летней нагрузкой. За последние 10 лет число домов в округе выросло в разы. Скважина, мне кажется, не реконструировалась миллион лет просто, да. Зимой переливы, летом нет воды. Зона санитарной охраны никак не обозначена, скважина не огорожена. Старожилы этого села вспоминают, что в былые времена за территорией вокруг водонапорной башни тщательно следили. Раз в 3 месяца сюда приезжали специалисты, брали пробы воды. Сейчас, как мы видим, здесь полное запустение. Вокруг водонапорной башни выросли высокие деревья, а насос в открытом доступе. Замок сломан, провода висят. Жители переживают, что сюда могут пробраться дети. О состоянии башни, говорят, не раз писали в исполком района. В 2010 году наша инициативная группа тоже писала письма. Пришел ответ, что, значит, запланировано на 2012 год новая постройка водонасосной водонапорной башни. Да, и вот был тогда Беспалов председателем, он тоже писал письма, и сказал, что как бы выделены были деньги, там какая-то сумма. И все на этом стало. Во время нашей съемки к водонапорной башне подъехал главный инженер компании, которая обслуживает этот объект. С его слов, работает он здесь 3-й месяц, но о проблеме знает. Насос стоит 6-10-80. Ставить будем 6-16-110. Это уже плюс. И неправильно сделано качание насоса на башню. Сначала трассу подпитывает. Трасса наполняется, потом только башню идет. А мы делаем сразу на башню, так как вот этих домах, чтобы давление было. Насосы в эти дни меняют и в Чепчугах, говорит Нургали Хафизов. На днях поставят в поселке Инеш. Стоимость оборудования и работ для башни в Пановке около 100 тысяч рублей. В исполкоме района сообщили, вопрос в Пановке решат в течение недели. Данная скважина добывает 10 кубических метров воды в час. Мы хотим его заменить на более мощный насос и с высотой подъема, чтобы высота подъема воды, скажем так, с земли, чтобы была еще выше. Тем самым мы попробуем увеличить объем воды, надеюсь, у нас это получится. И если этот вариант у нас не особо будет получаться, то мы еще дополнительно подключим башню, которая у нас имеется. Только в Высокогорском районе изношенность оборудования, которое подает воду, около 70%. Подобной ситуации и в других районах. В Черемшанском наиболее остро проблема сейчас стоит в селе Ивашкино. Там сейчас без напора воды почти половина деревни. Юлия Гоголева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Высокогорский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.